Коммунистическая партия Российской Федерации – это мощный интеллектуальный орган воздействия в интернет-пространстве. Чтобы всю их информацию просмотреть, вникнуть, пожалуй, и дня не хватило бы по времени. Но вот открыл случайно одну посылку, нет ни имени выступающего, нет и фотографий. Есть только снимок общего плана, снятый с тыльной стороны зала заседания, с маленьким человеком за трибуной, которого лица не разглядеть. Одним словом, неживая картина и голос за кадром. Когда выступает Геннадий Андреевич Зюганов, надо заметить, что рядом с ним товарищи, и видно, что он говорит, есть коллектив, тыл. А здесь один депутат. Лица не видать. Но голос-то я услышал. Это знакомый наш депутат от Чувашской республики Валентин Сергеевич Шурчанов говорит. Обидно стало мне за своего чувашского представителя, моего земляка, родом с Канашского района. Он говорит о самозанятости граждан и, по сути, она с вами о чувашах. Именно мы вынуждены мотаться по стране, рядиться на любую работу, чтобы прокормить свои семьи. Информация по факту совершившихся событий запоздала, но знания, они всегда полезны. И вот теперь его выступление от имени своей редакции я выставляю на обозрение вам. Вчера весь эфир, телевидение, правда, мало об этом говорило, но в интернете главное событие дня было это введение налога на самозанятых или на профессиональный так называемый доход. Вчера действительно комитет по бюджету и налогам Государственной Думы рассмотрел эти вопросы. 3 законопроекта, они приняты в первом чтении. Речь идет о том, чтобы раздел 8 Налогового кодекса Российской Федерации, там обозначены 5 специальных налоговых режимов, дополнить 6-м спецрежимом, который будет называться профессиональный доход. Это те люди, которые добровольно должны зарегистрироваться, но в целом тема обсуждения была в том, что якобы Государственная Дума вводит ответственность за неуплату этого дохода на самозанятых. И в частности, первый раз это порядка 20% от суммы, которые должны были уплачивать налоги, а во втором случае уже полностью 100%. Я хотел бы сказать, что фракция КПРФ вчера на комитете не поддержала данный законопроект. Позиция фракции состоит в том, что мы считаем, что в России есть все условия к тому, чтобы обеспечить всех работой. Безработица в Российской Федерации искусственная, навязана нам как раз капиталистической формацией, капиталистической экономической системой. Нам нужно менять экономическую и социальную модель движения вперед, тем более это актуально, когда мы будем рассматривать завтра уже все законопроекты, связанные с федеральным бюджетом, а также бюджетами внебюджетных фондов и законопроекты, которые необходимо рассматривать и принять в связи с обсуждением и принятием бюджета на 2019 и последующие годы. Поэтому фракция считает, что самозанятый налог – это искусственный налог. Нужно сделать таким образом, чтобы люди получали бы возможность спокойно работать, ибо нам представляется, что в стране нет людей, которые не хотели бы работать. И если бы предприятия сегодня действительно за счет внутренних наших вложений развивались, тогда все это можно было бы решать совершенно в другой системе, в системе как бы солидарности и совместной такой поддержки. Вместе с тем, есть конкретные замечания по этому законопроекту. Почему только в 4 регионах? Притом в регионах, безусловно, богатых. Это город Москва, Московская область, Республика Татарстан и Калуга. Безусловно, они, по сути дела, практически все доноры.
Надо бы для эксперимента включить и бедные регионы, такие как Тыва, как Чувашская республика, Республика Марий-Эл и, возможно, и другие субъекты, на которых более профильно будет видна действительно работа и итоги этой работы. Но главная опасность нам, как представляется, заключается в том, что вводится срок 10 лет. С одной стороны, для эксперимента 10 лет, за 10 лет можно построить социализм, за 10 лет можно совершенно качественно преобразовать все производительные силы страны. Мы на 10 лет, если будем вводить этот закон, то итоги могут свестись только к тому, чтобы за 10 лет, видимо, инициаторы законопроекта рассматривают, что полностью хозяйство и каждый гражданин страны возьмется под полный цифровой учет не только в налоговой системе, но по всем, собственно, мировым информационным системам. Вот на сегодня уже существует в авиации регистрация билетов, оказывается, проходит через сервер, который расположен за границей. То есть человек, когда регистрируется, фамилия, имя, отчество, приходит и садится в самолет, уже за границей будут знать, какой конкретный гражданин сел, какой самолет, ну и, соответственно, отсюда могут быть сделаны самые разные выводы. Проект бюджета рассматривали в комитете на 2019 и последующие годы, и вырисовывается такая картина. Первая проблема. Проект бюджета федерального не обеспечивает решение вопросов, даже продвижения хоть в какой-то мере, импортозамещения. Импортозамещение, как и модернизация, как и многие другие модные слова, тоже стало каким-то образом чисто такой вот агитационной фразой. Потому что в государственной программе по развитию электронной промышленности переход и обеспечение базы в отрасли 23% за счет общественной, то есть отечественной продукции, все остальное за счет импорта. Каким же образом сегодня можно решать эти вопросы, если за 3 бюджетных года 23% должны перерасти в лучшем случае в 25%. Это практически есть полный отказ от самой идеи импортозамещения. Таким образом, все больше и больше будем заниматься, тем более у нас промышленное производство требует импортных составляющих, материалов, заготовок, и такую проблему бюджет, к сожалению, не решает. С другой стороны, хотел бы обратить внимание на другие вопросы. Бюджет, безусловно, он хорошо просчитан с точки зрения самих, собственно, правительства, потому что правительство умеет считать, во многом случае сегодня это автоматически все цифры выскакивают, если программа там, безусловно, правительство закладывает. Но там нет действительно тех самых идей, которые обеспечили бы прорыв страны. Простой пример. Так называемые бюджетные правила. При высоких ценах на нефть, тем более счетная палата подчеркивает, что даже цифры, которые у нас, они указаны в проекте бюджета, могут быть завышены практически без труда и реально действительно, плюс еще на $10. При этих всех составляющих мы оформляем самую низкую цену порядка $42 с нарастанием ежегодно 2%. И у нас правительство будет иметь сверхдоход. Это надо радоваться, что такие сверхдоходы появляются. Но эти сверхдоходы, к сожалению, как раз и к нашему, к сожалению, они будут направляться в фонд национального благосостояния, который будет опять размещаться за границей. Уже в средствах массовой информации, я точно не знаю, но СМИ уже сообщили, что половина фонда национального благосостояния на сегодняшний день, это порядка $26 миллиардов, будут размещены на долгие годы в Египте, и в конечном итоге выплата, то есть возвращение этих долгов, начнется где-то в 2029 году. А что у нас в стране? Нет других объектов, куда можно было бы действительно это вкладывать и в конечном итоге решать многие задачи как прорыва, которые обозначены в наших документах, ну и повышение производительности труда. В советское время производительность труда средняя
по Советскому Союзу была на 20% выше, чем средняя мировая. Мы в мире могли находить свои ниши, безусловно. А сегодня, когда у нас производительность труда составляет порядка 60%, то есть 0,6 коэффициент к среднемировому уровню, нам туда трудно войти, как трудно войти переполненный вагон, допустим, метро, автобуса, и можно привести другие многие такие примеры. В конечном итоге проект бюджета на 2019 и последующие годы не решает, к сожалению, производительную задачу размещения сверхдоходов за счет бюджетного правила, налогового Мы бюджетные правила предлагали в комитете увеличить, но, к сожалению, пока правительство занимает большую позицию, у них силы больше, они оставляют на таких правах, и в конечном итоге это не будет способствовать развитию экономики. Если взять систему образования и здравоохранения, социальной политики, в комитете эти вопросы тоже обсуждались. На образование в процентах от ВВП расходы нисколько не растут. Кстати, максимальное было 4,6% консолидированного бюджета. Это был 2009 год. Но в 2017 год, итоги мы недавно утверждали, 3,5%, практически так и остается. Здравоохранение 3,1% было, так и остается. Да, есть упор на то, чтобы высокотехнологическую помощь медицинскую оказывать, но мы считаем, что все-таки центром как раз обеспечения здравоохранения должны служить районные больницы, поликлиники, которые, к сожалению, в большей мере не могут реализовать те действительно стоящие перед ними задачи. Следующий вопрос. Это вопрос привлечения средств предприятий. Вот Медведев говорит о том, что почти 9 триллионов рублей лежат на счетах предприятий и банках, но они не используют. Вот скажите, пожалуйста, а какой пример, как они могут использовать эти деньги, если государство свои деньги не использует, а мы призываем, чтобы правительство, то есть предприятия, чтобы использовать, считая, что вот эти самые основные вопросы должны рассматривать при первом чтении бюджета.